XII веке Золотая Орда распадается на ряд более мелких государств, появляются региональные особенности в татарском костюме. Здесь мы видим с вами костюм касимовской татарки, костюм казанской татарки. Немного отличаются нагрудные украшения, но в целом принцип, по которому одевалась женщина, он сохранялся общим. Это длинное платье, это накидки разнообразные, это, конечно, покрытая голова. Здесь мы видим с вами колфаки. Ну, вот для более северо-западных, скажем так, регионов и Татарстана, и других районов, населенных татарами, можно увидеть вот такую вот вышивку, которая собой представляет кусочки ткани, которые сворачивались в треугольничек и нашивались на ту же тканую основу. Очень часто ее используют в отделке колфака. Здесь же мы видим с вами вот у касимовских татар нагрудник металлический вот такого вида, да. У казанских татар можно было встретить нагрудное украшение изюм, которое собой представляет основу из ткани, на которую нашиты ленты, декоративные элементы, бисер, монетки, раковинки, каори, которые обладают яркой глинцевитой поверхностью. Ну и опять же мы видим с вами татарская кожаная мозаика, она ценилась везде, и в том числе и в Западной Европе, и в странах Востока, куда казанские купцы вывозили эти изделия, которые буквально все народы раскупали и ценили также татарские украшения, так как они ценились чистотой металла своего. Но говоря о украшениях, конечно, нельзя не сказать о древнейших формах, о давних традициях. Еще в Ложно-Камской Булгарии и в доисламский период, и в период после принятия ислама широко бытовали украшения с фигуркой утки. Утка – это священный символ для финно-угорской индоиранской мифологии. Утка символизирует женское начало и мир трех стихий, так как она ходит по земле, летает по воздуху и плавает по воде. Кроме того, если вы обратите внимание вот на это украшение, ожерелье с двумя такими кольцами с фигуркой утки в технике ткани из зерна, вы увидите, что в клювике у нашей уточки зажат кусочек металла. В данном случае это серебро. Это иллюстрация к мифу о том, что весь мир произошел от комочка суши, который утка нырнула, достала со дна Мирового океана. Что же касается других украшений, которые мы видим здесь, и более старые образцы, вот на планшетике сером закреплены у нас накосники 19 века. Здесь уже и современные произведения, выполненные по мотивам старых татарских украшений. Это, опять же, накосники чулпы, в которых очень широко использовались и русские, и восточные монеты. Это и воротниковые застежки якаши-убыры, которые как раз в себя включают сочетание такого красновато-коричневого камня и голубого. Обычно в старых украшениях использовалось сочетание сердолика и бирюзы. Это классический вариант для татарских ювелирных изделий. Татаров, да, касимовской и казанской. Вот это перед нами находятся уже костюмы праздничные, но людей, живущих в сельской местности. Это современные реплики. И вот видно, да, что костюм, несмотря на то, что это были жители села, он мог быть очень ярким, очень дорогим. В том числе передник мог делаться из красного сукна и также ярко вышиваться. Что касается мужского костюма, конечно, по сравнению с женским, но тем не менее, если мы говорим, например, о костюме татарского жениха, очень часто он дополнялся парадными портянками, которые невеста к моменту свадьбы вышивала, и которые специально на выпуск одевались такой вышитой частью, чтобы все приходящие на свадьбу могли видеть, насколько умелая невеста у этого жениха. Что касается самовара и чайного набора, очень известны татары своими традициями гостеприимства. Но традиция питья чая пришла как к русским, так и к татарам в Среднюю Азию с Востока, из Китая. И что касается самовара, то действительно первые самовары они были привозные, затем появляются самовары, которые делали и татарские мастера, и русские. Ну а здесь мы видим, что самовар даже украшен надписью арабскими буквами. Что же касается традиции чаепития, ну, классический вариант татарского чая – это чай с чабрецом. Обычно к чаю выставляют на стол
сладости, да, но это не лукумы, как те, которые приняты в Средней Азии. Это мед, это сухофрукты, это чак-чак, это баусак, это котлы и другие виды сладости, которые отдельные локальные какие-то деревни, отдельные семьи, они используют как наиболее классические варианты. Это сапоги 19 века, да, такие уже очень сильно потертые, но не потерявшие яркости своих красок, и это сапоги начала 20 века. Что касается вышивки, Может, шинель такой пишет.